Сегодня мы вновь побываем с вами в Жиганске и познакомимся с еще одной приемной семьей – семьей Ивановых. В гости к нашим героям мы приехали в воскресный день и застали семью за приготовлением традиционной пиццы. 11-летняя Ева и ее брат 9-летний Алеша – приемные дети Марины Егоровны Ивановой. Старшая родная дочь Аэлита воспитывает 4-летнего сына Саяна. С первых минут нашего пребывания в семье мы почувствовали искренние теплые семейные отношения и увидели, как семья готовит любимые блюда. Марина Егоровна, а вы вот так часто готовите с детьми, расскажите? Ой, часто. Мы первый раз, мы вообще любим каждый праздник пирожки мясной, да? Самое главное. Мясной. Ага. Когда я первый раз делала пирожки, у меня вот я взяла тесто, намесила его и добавила это фарш, и у меня получилась такая сосиска с фаршем, с тестом. А потом я еще раз заново, 1000 раз заново делала. И форма у тебя получилась как? Вообще сосиска получилась. Ага. У нас вообще тесто классное вышло. Здесь у нас немножко, да, вот так поставим. Ева – главная мамина помощница на кухне. Без нее не обходится приготовление блюд, и к приходу Марины Егоровны с работы Ева всегда готовит вкусный ужин. Ее фирменные блюда – шарлотка и оладьи. Младший брат Алеша старается не отставать от сестры, участвуя во всех процессах. Алеша меня нахабихелей. Другим барстарым булар. Он очень общительный, веселый. Да, Алеша? Алеша с Евой пережили немало горя и трудных моментов в родной семье. Оттуда попали в центр семьи и защиты детства Кустук. Встреча с Мариной Егоровной в корне изменила их жизнь и подарила детям новую семью и веру в добро. Биамастан кырсыйпыт олор бункта. Оғы онына жекерген қарысқалын кейінен мандық ұлған проекта әті Кустук. Басқығынеға воскресен семья ден бар әті. Оны амастан бейгі Еваны ұлуппыт. Ол сағына Алешаны білбет әті бейт. Алеша ол біреме анар үрден бұлға керер әті. Оны Ева бейге манны кәлен вұқатнуйға онен, хуынан, ыры ұллан, асастан, менегестек күмметін атарар әті бейт. Оны басқығыне баран тұттар әті бейт. Онта оғытын ха үйеріміп бейт. Кеннеки була Алеша туһунан була кеннеки көрүппүт оғутун була первый раз сыркавка көсүппүт Алешаны кытта. Алеша оны кыпкыракка кихите. Онтон Ева оны алталах. Бие оннук семья батыгар бөкке о келбиттере. Оны анмастан, конечно, били ырхан ете. Психологическая көмөн адете. Оны бәйім дағаны маңнық еті әрдеттен бұламын, матақ бұламын ғырқанлар көсі бүтім. Оты бәйбітен білсен, көрсен, еген кәнеке, конечно, психологический травма бар ділер. Оны бәйге психологтар көтіліләмет, оғыр бұд психологтар ғажамбыд бәйге ғырқандары асыппыт. Билин оғылырым бола уже улатанлар 5 жыл бейтік доллар олар берге. Мен бола приемный оғылырым ден әппәппен, мен бәйім оғылырым күрдіктар. Даже дүйінлері механ марнылар. Дети очень ценят семью и своих новых родных. А что ты рисуешь? Я рисую дерево. Дерево тут в корне. Тут в корне там бабушка, дедушка и мама. А вот тут молодые, тут старшая сестра, там младший брат, старший брат, младшая сестра. Знание всех родственников и рисование генеалогического древа – важный момент воспитания детей и закладки основ их успешного будущего.
каждый день в приемной семье Ивановых звучит музыка. Марина Егоровна – преподаватель детской школы искусств, главный вдохновитель Евы в приобщении к музыке. 16-лаққа бияқа боллаға творческий лагерь алыбыта. Маннеги президент Михаил Ефимович Николаев проектінің музыка летсекчен әжігәңі улахан күстәқ проект аспыта. Манда әлбәқ бола районды кәлбеттірі. Оны кәлбәқ оғытты бұта. Оны кені Иван бола ол артика музыкальная джем боллаға кайылағы те. Онағыз сұллаққа Евачкан бола мені боллаға республиканский конкурска новые имена Якутии фортепианами гыттан әме үйе тақсыбыта. Мой первый инструмент меня взяла Степанина Анатольевна, учительница по гобою. И по гобою очень сложно дуть, у них есть тросточка маленькая и прикрепляется к нему. И потом вот у них не было инструментов, не хватало, и поэтому меня перенесли на флейту. Мне, наоборот, стало легче на флейте играть, и интересно. Моя учительница по флейте Алина Федоровна. Это у нас флейта. Она вот такой маленький, вот такая вот. Это самая большая у нас. Вот так аккуратненько ложим. Меня учительница учила, как его ложить. Вот. Ева обучается в высшей школе музыки по классу флейты, учится с огромным желанием и старанием и мечтает связать свою жизнь с музыкой. Пока из-за пандемии она учится в местной музыкальной школе в Жиганске и занимается дома каждый день, овладевая игрой на флейте. Сначала было очень сложно дуть, голова кружилась, когда самые большие ноты играть. И мне стало интересно, как это играется. И это я хочу стать учительницей флейты. И хочу приехать в Жиганск, когда закончу школу, и открыть свой класс флейты и фортепиано. А Алёша, собирая пазлы, мечтает стать строителем. Я бы хотел мост на другой берег построить. Еще бы хотел построить парк президента в Жиганске. Ева и Алёша очень добрые и отзывчивые дети, и мы уверены, что их мечты обязательно сбудутся. Пробуя пиццу, приготовленную приемными детьми вместе с мамой, мы услышали увлекательные рассказы об отдыхе в Крыму. Всякие там очень много фруктов. Да, там банан, арбуз, дыня, да, все свежее. Арбузы, там стоит у нас в сезон арбузов, там стоит по 15 килограмм рублей. А у нас тут даже не килограмм, а кусочек, вот такой кусочек маленький. Он 100 рублей. 140 стоит. Ага, а в Крыму вообще 15 рублей стоит. Арбуз такой большой, огроменный. Дыня 20 рублей стоит. Путешествия не только оздоравливают детей, расширяют их кругозор, но и сплачивают семью. Наша мечта с моими детьми, мы очень любим природу. И не обязательно поехать за пределы республики, чтобы отдохнуть. Да? Дело в том, что у нас Якутия и так она красивая. И мы хотели бы, чтобы приемные семьи что объединились и съездили в какой-то лагерь с детьми вместе. Посидели бы у костра. И, конечно, и подмога психологам нужна была, семинары разные вести. Ну, и детям бы хорошо было бы и купаться. У нас ведь очень красивая Якутия, ведь правда? Марина Егоровна стала для Евы и Алёши не просто приемной мамой, а самым близким, родным и любимым человеком.
Наша мама самая золотая у нас, даже вот она самая золотая у нас в рисунке, самая красивая, самая добрая. Она для нас делает все. И все. И мама сокровище мое. И она самая красивая, добрая. И она для меня, для нас всех все делает. Все. А я не считаю, что наша мама это наша приемная мама. Я считаю, что она у нас уже родная мама, которая воспитала нас. Да, она не приемная мама, а родная мама. Мы были невероятно тронуты такими словами приемных детей, и это лишний раз подтверждает важность приемных семей и необходимость их поддержки. Сегодня мы познакомим вас с трогательным малышом, которому очень нужна семья. Знакомьтесь, это Артем. Ему 6 месяцев. У него искусственное вскармливание, пьет молоко из соски, знает свое имя, улыбчивый мальчик. Да, Артем? Умеет с живота на спину переворачиваться, любит общение, да. Любит играть, держит игрушки в руке хорошо. Артем – замечательный, открытый малыш. Он тянется к взрослым, любит внимание и общение. И мы очень надеемся, что для него найдется семья.